Добрый день, это у нас седьмой выпуск «Дистрибьюция на практике». Сегодня мы поговорим о том, за что мы платим заработную плату супервайзеру. В прошлом видео «Дистрибьюция на практике» я разбирал вопрос, за что мы платим торговому представителю. Когда человек получает деньги, он должен понимать за что. За что ему платят окладную часть. Сейчас речь идет о окладной части, о постоянной части. За что платят? Платят не за работу. Да, ну так многие привыкли, кстати, да, я иду на работу, дайте мне деньги за работу, я буду что-то делать. Здесь мы говорим немножко о другом. Что мне нужно привнести взамен денег? И сегодня мы разберем именно работу супервайзера. Итак, начнем с того, что кто такой супервайзер. С английского это переводится супервайзер. Да, в контексте, как его перевести, это значит надзиратель-надсмотрщик. И вопрос, надзиратель-надсмотрщик над чем? Но многие люди это переводят в другую сторону, то есть не над чем, а над кем. Ну, конечно, над торговыми представителями. То есть я должен ставить им задачу, контролировать, чтобы они выполняли. И это самая большая ошибка именно взгляда супервайзера. Здесь фокус на том, чтобы надо у супервайзера сместить фокус с торговых представителей и переместить его на территорию. То есть, когда я беру супервайзера, я говорю следующее: ты знаешь, Николай, за что ты будешь отвечать, за что я тебе буду платить заработную плату? Я хочу, чтобы ты это понял, осознал. Если ты это принимаешь, то по милости просим работать в мою компанию. Итак, за что мы платим деньги супервайзеру? Не на надзирательство торгового представителя, не то, как ты ставишь им задачи. Мы платим тебе за то, какую ты работу проведешь на территории. И вот здесь можете посмотреть с архива. Это в том, есть фотография. Мы раньше делали топографические карты. Еще раз напомню, это 5-й год. Еще не было развитых интернет-технологий, Google Maps не было. То есть и делали топографические карты для того, чтобы оцифровать территорию. Что значит оцифровать? То есть сначала увидеть территорию, да, а потом брали фишечки, покупали в канцелярии и тыкали их вот в доску. Да, целая технология. То есть нужно было натыкать. И там есть 3 цвета, вы можете обратить внимание. Первый цвет это, ну нет разницы какой первый, красный. Это то, какие торговые точки не активированы. Зеленый цвет это торговые точки, которые активированы. Да? А вот желтые это те торговые точки, которые есть на территории, но мы пока не планируем с ними работать. И зачем вообще это делали? Вот зачем это делали? Это в том, чтобы прочувствовать, я всегда за то, чтобы прочувствовать территорию руками. Когда ты берешь эту фишечку, убираешь красненькую, ставишь зеленый, говоришь: о, супер, торговая точка сработала. В системе технологий КПД зеленая торговая точка это не только которая раз работала, она должна сработать в системе 75%. Это отдельная история, но суть заключается в том, что супервайзера задача в том, чтобы красные превратить в зеленые. Повторю еще раз. Твоя главная задача супервайзера — красные точки превратить в зеленые. Зеленая — это система. Кроме зеленых были синие, желтые, это значит менее системные. И красные, которые вне системы либо не активированы. И что на самом деле как бы происходит? Когда вы берете этот супервайзер, меня, к примеру, подводите к доске, говорит: Николай, посмотри, вот на твоей территории до этого работал предыдущий супервайзер. Видишь, какой он след оставил? Помните, в видео раньше я говорил, что такое след оставить. Это, по-моему, 5-е видео дистрибьюции на практике, посмотрите. Оставить след в компании. Вот посмотри, что оставил супервайзер, какой след в компании. Ты видишь, что есть красные, синие, желтые, зеленые и так далее. Ты видишь, зелененьких очень мало. Это системных торговых точек. Так что я тебя ожидаю на этой должности в течение 3 месяцев? Преврати мне все красные торговые точки в зеленые. И тут становится более ясно, понятно, что мне нужно как супервайзеру сделать, что от меня ожидают. А вот коммуникация с торговыми представителями, их обучение — это уже процесс. Это без чего нельзя сделать. Если нет хорошего отношения с людьми, зеленых торговых точек не получится, потому что сам я этого не сделаю как супервайзер. Мне нужно вдохновить людей, вдохновить на то, чтобы они сделали эту работу на территории. Так за что мы платим супервайзеру? Это вопрос не жадности.
Это вопрос относится к тому, что тебе нужно сделать, Николай, на этой территории, какой след нужно оставить как супервайзер на этой территории. И вот эту оценку следа на территории мы делаем раз в 3 месяца. Вот это и есть, скажем, такая аттестация, которая проходит каждые 3 месяца. Кстати, относительно вот этого следа, как он улучшается, уже можно делать градуетскую систему заработной платы, где оклад зависит от той системности, которую я сделал на территории. Это сегодня все по супервайзерам. В следующем блоке мы рассмотрим, а за что мы платим заработную плату руководителю отдела продаж. Еще раз, отнеситесь к этому, чтобы с пониманием, а за что, как я руководитель, когда мне платят окладную часть, за что мне платят? Не за то, что я такой красавец, опыт у меня большой и так далее. Мне за что-то платят в этой компании. И подсказка такая, за какой-то след. Если вам понравилось это видео и было полезно, ставьте лайк. Для меня это понимание, скольким людям это привнесло управленческого, знаете, такое просветление в сознании, что нужно сделать супервайзером. Либо вы ставите лайк, чтобы подтвердить, что я тоже так думаю и я это подтверждаю. Еще раз, это не для рейтинга, это для того, чтобы я с вами как-то вел коммуникацию. И, пожалуйста, задавайте свои вопросы и все-таки ваш ответ. А за что мы будем платить заработную плату руководителю отдела продаж, окладную часть? С вами был Николай Дорощук. Пока, пересечемся.